65 лет назад на свет появился народный артист республики, заслуженный деятель искусств Республики Северная Осетия Алания, актер, театральный режиссер, выдающаяся фигура в театральном мире Валерий Цареев. Сегодня он гость нашей студии. Валерий, я рада приветствовать вас в нашей студии. Добрый вечер. Первое, с чего хотелось бы начать, все-таки поздравить вас с юбилеем, 65 лет. 25. Пусть будет 25. Спасибо, спасибо. Да, 65 лет. Скажите, что удалось, чем можно гордиться, что хотелось бы, может быть, изменить и отмотать назад. За одну передачу это все не скажу. Конечно, часто, когда задают вопрос, что вы поменяли в своей жизни, разные ответы бывают. Ну, наверное, ничего человек бы не поменял. Потому что то, что уже было, как-то это ближе уже, как-то много чего есть хорошего. И я всегда говорю, если человек жив и утром просыпается, значит, жизнь хороша. А тем более в нашей профессии, и не только в нашей профессии, когда вот не успевает человек как замечать, как годы пролетают. Это так удивительно. А, скажем так, после 25-30 как-то еще быстрее все пошло. Бежит время. Но это, наверное, связано с тем, что человек всегда был загружен работой. Вот я всю жизнь был, как бы сказать, все время в работе, в профессии. Бывало так, что, допустим, даже сейчас вот, целый день дома, и день растягивается. То есть, вот, когда же закончится день, когда человек ничем не занимается. А в работе быстро время летит. И я сегодня могу сказать, красиво все было. И как бы особо-то ни о чем не жалею. Вы помните все-таки вот этот период, когда вы приняли для себя решение стать актером? Вообще, когда вот я из Селенукав, и часто к нам привозили фильмы, как в то время было, в основном индийские фильмы в клубе. Ну, для нас артисты это были небожители. И мечтать даже стать артистом, это как-то так нереально было. Можно было мечтать стать летчиком, военным, я не знаю, там, моряком, но артистом это было, ну, как-то не думал человек об этом никогда. Я не думал. Но так получилось, что к нам приехал наш земляк, это один из основоположников Осетинского театра, Майрбек Курманович Цаликов. И для его приезда, у него был юбилей какой-то, мы поставили его пьесу. Он и пьесу писал. И вот в школе мы сыграли ему. И потом как-то разговор был, и я ему говорю, вот как можно стать артистом? Ну, он единственное, что ответил, надо, говорит, учиться. В школе надо хорошо учиться. Ну, вот на этом как бы все закончилось. Потом я уже был в 10 классе. И в январе к нам приехали опять Майрбек Цаликов, директор театра Владимир Кисаев, и сказали, что в прошлом году они в Москву отправили студию осетинскую, и в этом году добор, что нужно 3 человека еще туда отправить. Говорят, может быть, из этой школы есть желающие. И он нас отобрал 3 ребят. Но мы еще не закончили, и как раз вот так получилось, что диплом получили в июне, и сразу же на второй день нас отправили в Москву, там тоже еще был конкурс, но 3 мы прошли. Сабанов Тамерлан, Лазар Качмазов и я. Так неожиданно все было. Конечно, мама с папой были как бы против, а мои сестры старшие настояли, чтобы меня отпустили. И вот так все началось. Когда впервые встретились с театром, как это было? Осетинский театр уже приезжал. И несколько раз я был на спектакле Осетинского театра. Я даже помню, Шати и Бати привозили. Потом в Аллагире мы смотрели в РДК в Хартахашана. Ну, это детские такие воспоминания. Мы были в восторге. Ну, тогда внутри тоже было какое-то чувство, мечта, скажем. Но это вот даже человек вслух не мог говорить, потому что понимал, что это невозможно. Такая вот. А потом уже, когда в Москву приехали, уже как-то так я понял, что многое что надо узнать. Но я помню, где-то читала ваши воспоминания о том, что первые 2 курса вам казалось, что вы не закончите. Но да, потом уже к концу вы понимали, что это... Потому что мы приехали на 2-й курс. Сразу на 2-й курс. Нагрузка такая. Надо было усвоить еще материал 1-го курса, а мы после 10 класса из села. Я вообще думал, что Кремль – это вот башня Спасская, там сидит Брежнев. Поэтому для нас из села, кто вырвался, конечно, вот была адаптация. Но единственное, что я понимал, что
надо учиться, потому что тогда, когда я ехал в театральный институт, всем селом меня провожали. То есть настолько это было престижно, что вот наш односельчанин едет учиться в Москву. И я так боялся, что я не смогу учиться, что меня выгонят отсюда за неуспеваемость. И я вот первое, о чем я думал, как я вернусь в село. Чувствовали ответственность Да, перед всем они селом. так радовались, что я еду. Ну, слава Богу, как-то так и время, и постарался, и одним словом закончил на красный диплом. И приехали, целая студия, приехали сюда. Но я параллельно еще думал, когда учился на последнем курсе, меня увлекала всегда режиссура. И поработав здесь чуть-чуть, я поехал обратно на режиссерское отделение и поступил. И закончил заочно. И вот так все пошло-поехало. Когда вы пришли в театр, кто был вашим кумиром, кто был тем человеком, ну, вот, который, может, вас вселял вот, какие-то особенные чувства и желания? Ну, во-первых, мы приехали из Москвы. Ощущение наше было, что мы народные артисты СССР. Вообще так бывает всегда. Потом уже, когда первый год поработал в театре, мы понимали, что мы никто. Потому что столкнулись с такими артистами, как Саламов Николай, Сланов Кушта, Хурумов Рузмак, Арзета Бекузарова. И вот там, звездный такой состав. Конечно. Единственное, что я хочу, вот Царство Небесное всем, они так хорошо нас приняли. Ну, они педагоги были сами, они прошли эту школу. Они нас не обижали, они понимали, и вот добрым словом они нам все-таки дали очень многое. Потому что школа, это диплом. Практика – это уже на сцене. Поэтому нас сразу ввели во все почти спектакли. И меня в том числе. И всегда я чувствовал помощь старших товарищей. И это спасло нас. Но для молодежи это особенно важно, мне кажется. И мне так интересно, вот сейчас очень многие выпускники актерского отделения, они приходят, я с ними работаю, и я помню, что было мне приятно со стороны старших, вот это я и повторяю с ними. То есть какое-то доброе слово, где нужно... Вы долгое время возглавляли кафедру, инициатором. Это другая вообще удивительная история. Это вот в то время, 90-е годы, ну, мы уже 10 лет были в театре, уже не молодые, и кадры всегда нужны были, кадры. Поэтому Москву отправляют в этот хаос время, 90 разруха. Советский Союз как бы распадался, и Ахурбек Алиханович Магометов, он вообще великий человек. И мы к нему пришли, Светлана Медоева, Виталий Чельдев и я. Идея моя. А там уже существовало отделение изобразительного искусства. А с Ахурбеком мы как-то очень хорошо... Это факультет искусств, да, Северо-Российского Пока не было. Просто было отделение изобразительного искусства при геофаке. И до этого мы где-то были на встрече, и я ему говорю: Ахурбек Алиханович, вот художников выпускают, почему бы вам не постараться, что мы там актерское отделение? Он так выслушал меня, говорит: а приходите вот во вторник поговорим. И мы пришли, Светлана Медоева, Виталий Чельдев. И все, началась эта история. И по сегодняшний день я могу сказать, что благодаря этому отделению, сейчас потом это их объединили, стал факультет искусств, то, что сегодня мы не нуждаемся в актерских кадрах, это, конечно, заслуга Государственного университета. Но начало было очень тяжелое, очень трудное было, потому что вообще в истории, вот Ахурбек Алиханович говорил, что впервые вот такой прецедент, чтобы при университете создали актерское отделение. Да. И боялись, конечно, но чего боялись? А вдруг не найдем талантливых людей? Но я тогда убедился, я был уверен, что майстины в основном военные. Потом я понял, что мы все артисты, талантливые артисты. Ну, вы их знаете, сейчас у нас и Албега Валан, который сейчас... Фатима Пагиева, и Фатима Пагиева, да. Алан Албегович Савлаев. Ну, очень много. Вот во всех театрах где-то уже 50%, если не больше, это выпускники актерского отделения университета. Начало было мое, я проработал 8 лет, потом уехал в аспирантуру, и по семейным обстоятельствам я там задержался аж на 8 лет. Но самое главное, что вы потом вернулись в родную республику. Да, потом я вернулся руководителем Остинского театра, поработал там, руководил 5 лет. Потом ушел оттуда в Дом народного творчества, там поработал 8 лет. Потом вернулся обратно в театр. И сейчас вот в театре работаю.
ставлю спектакли, телевизионные передачи какие-то. Одним словом, времени нету свободного. Это так удивительно. Это, наверное, хорошо. Мне хочется вернуться все-таки к началу, к истокам. Период становления вас как актера. Всегда, наверное, трепетно бывают первые роли, да? Да. Вот давайте вот это вспомним, об этом расскажем. Ужас просто. Первый фильм это был «Мужское самолюбие». Нет, «Буйный терек». Ну, там в Черкесске все. А я вообще-то изначально как бы так не был артистом черкесским, я бы так сказал, как-то так там. Больше говорили Гамлет, Ромео и так далее, и так далее. Ну, черкесскую одели, все как бы так. А параллельно еще снимали «Мужское самолюбие». То есть я и там, и там. И первые кадры, когда я посмотрел, это был ужас, потому что у нас не было практики в фильмах, художественных фильмах. Хотя в дипломе был написан актер драмы и кино, но практики не было. И мы, молодые, играли как в театре. А в кино получается наигрыш. Наигрыш. И я вот первые кадры, хорошо, что немного материала сняли. И подошел к Измаилу Петровичу Бурнацеву, я просто говорю, я не могу дальше работать, потому что то, что я увидел, это нехорошо. И вот пересняли. И вот это первая практика. И дальше уже как-то легче было работать, потому что камера и сцена разные вещи, конечно. Наверное, не бывает в любой профессии без сложностей. С какими трудностями сталкивались вы? И были ли сомнения и желание сменить профессию? На 3-м курсе, когда я учился, я подошел к художественному руководителю, нашему Ларисе Алексеевна Пашкова, «Царство небесное». И весь в слезах, сколько мне было тогда, 18 лет. Лариса Алексеевна, мне кажется, что из меня артиста не получится. Говорю, давай-ка я заберу свои документы. Говорю, ты сумасшедший, что ли? Успокойся, работай. Потому что, когда я видел вокруг, скажем, старшие курсы, притом там русские курсы были, дипломные спектакли смотрели, и для меня вот как-то так. В театре начали ходить, то есть видел звезд там и Ульянова, Толчанова, Смоктуновского. Я думаю, нет, ну как может такое? Такое сомнение было. А потом уже, когда в театре поработал, я понял, что нравится мне это дело, нравится. И тогда и в кино, и телевидении, и... Ну, то есть везде, где нужен артист, я никогда не отказывался. И мне всегда это приносило огромную радость. Большая внутренняя работа стоит за созданием актерского образа. Какие роли вам даются легче всего, а какие, наоборот, сложнее? Наверное, драматически, потому что вот все, что я сыграл в кино, это все драма. Везде меня убивают, или я сам себя убиваю, или военная тема какая-то. А так, конечно, вот даже то, что я сегодня шел сюда, вот со вчерашнего дня я готовился. Удивительно. Любая встреча с публикой, любая, я не знаю, телевизионная передача, всегда вот волнуюсь, как вот первый раз. И, наверное, это и хорошо, потому что так не бывает. Вот, Валерий, ты, говоришь, свободно на экране разговариваешь. Говорю, вы бы знали, что происходит до того, пока не включается камера. Конечно, это огромный труд, но и опыт нужен. И другое дело, что еще импровизация. А импровизация происходит, когда ты владеешь темой. Поэтому вот просто так ничего не бывает. Валерий, какой он ваш зритель? Это тоже колоссальная работа. Как он воспринимает? Я на примере расскажу. Вот я, скажем, часто бываю на сцене или веду какое-то мероприятие, или просто встреча. Вот зал для меня один. Вот монолит такой. То есть вот я себя ловлю, я в глаза-то не вижу, скажем, никого. Вот для меня вот как будто один человек сидит в зале, и вот я для него все это делаю. И то же самое вот на телевидении, когда какую-то передачу веду, я все время вижу, даже вот в объективе я вижу человека, который, притом не просто человек, а который так критически относится ко мне. То есть я и волнуюсь, и стараюсь как бы так говорить то, что нужно говорить. Пройден определенный творческий этап. Какую роль вы еще не сыграли, хотели бы сыграть? О чем мечтаете? Конечно, если так откровенно, много чего я не сыграл. Много чего не сыграл. Потому что, я же говорю, вот 8 лет я занимался актерским отделением. Это забирало колоссальное время. Дальше, пока я был в Москве, тоже годы какие-то пропустил. Вот сегодня мечта о том, что я сыграю Ромео, это уже поздно, смешно это. Конечно, хочется играть. И я думаю, что в этом году попробуем. Сейчас, наверное, тот возраст,
когда можно попробовать уже какие-то другие роли, не те, которые я мечтал в молодости, а которые сегодня подходят, может быть, и к возрасту, и к опыту. Больше, конечно, драматические роли. Драматические, да? роли, да. Откуда черпаете вдохновение? Я даже не знаю, вопрос очень интересный. Желание большое есть, желание и ответственность большая. Я вообще-то думал, что вот с годами меньше будет забот. Переживаний, забот. Больше. Оказывается, нет. Такая активная сейчас жизнь, что я даже не понимаю, почему так происходит. Раньше как-то к чему. Сейчас я и занимаюсь как бы литературной деятельностью, занимаюсь, готовлюсь к постановке спектакля. И, конечно, вообще удивительный процесс с режиссурой. Вот как-то мне один литератор сказал: как, говорит, вот я читаешь, говорит, пьесу, и ты видишь картинки. Я, говорит, читаю, говорит, только слова слышу, говорит, картинки не вижу. Ну, говорю, это уже другая специальность, это другой дар, когда образное видение у тебя есть. И вот я, когда готовимся, вот сейчас, допустим, руководство театра попросили меня Акоста поставить спектакль, но для этого надо найти пьесу. Ну, ищу. И материалы ищем. И когда читаешь пьесу, я уже вижу все. То есть это вот такой... нам говорили, когда учился я на режиссерском, говорили, что режиссуре невозможно научиться, режиссеру надо родиться. Ну вот мне нравится эта история. Вот когда особенно меня сейчас увлекает национальная драматургия, национальная идея. И, конечно, сейчас проблема... Прекрасно знаешь, что нету драматургов, молодых. Их надо воспитывать, с ними надо работать. Но театр всегда воспитывал своего драматурга. То есть, если даже Гриш Плиев, Николай Саламов, много там, Исаак Гогичев, они все работали в театре, и как бы вот, зная законы сцены, им легче было писать. Знали язык, знали традицию, и, конечно. Поэтому сегодня тоже я в поисках, если кого-то я найду, скажем, кто хочет писать, я бы с удовольствием помогал. Я даже обращался на факультет филологии в Остинское отделение, говорю, может, у вас есть кто-то хочет писать, давайте поможем. Потому что в советское время писали, потом наши корифеи ушли, а вот последние 20-30 лет уже, вы прекрасно знаете, мало, а с ними надо работать. Поэтому моя задача сейчас как бы в поисках автора, с одной стороны, а с другой стороны, самому тоже вот я перевожу пьесы, что-то делаю. Но мне нравится то, что я занимаюсь национальной драматургией, мне нравится, что я занимаюсь национальной поэзией. И когда литература, поэзия, театр, человек не может спать спокойно. Все время ты в каких-то проектах. Как вы настраиваетесь на работу и создаете себе нужное настроение? Вот сегодня сюда шел. С утра было у меня отвратительное настроение. Я думаю, почему я такой, что-то я вот злой и так далее. Потом поймал себя на том, что мне вечером идти надо к вам. Волновался я. И вот я говорю, ну что, ты не первый раз же идешь, значит. То есть я вслух сам с собой разговаривал, настраивался на то, что вот я приду. Но при этом была огромная внутренняя радость. Для меня вот, скажем, телевидение, сцена, общение с публикой, я получаю огромную радость. Хотя я волнуюсь всегда. Но в этом есть огромная радость. Я даже не знаю, как его оценивать, но такое, знаешь, ощущение... очищение, я бы так сказал, когда я общаюсь, когда я разговариваю с кем-то, я имею в виду на экране, когда даже вот элементарная где-то там маленькая встреча с кем-то. Ну, это, наверное, моя жизнь, общение с людьми, с аудиторией. Наверное, это и есть. Аплодисменты, они дороже всех. Ну да, согласна с вами. Это есть, да. А Валерий, какой творческий девиз? У каждого, наверное, он есть. Какой он у тебя? Ну, наверное, что для меня важнее? И притом, наверное, не только для меня. Каждый человек хочет после себя оставить что-то хорошее. Вот, наверное, это чтобы оставить за собой то, чем потом могут воспользоваться другие. Наверное, это. Потому что она короткая жизнь, мгновение. Дома оставишь, машины оставишь, миллион оставишь. Ну, них тоже нет. А что-то вот художественное, что-то творческое, наверное, это самое главное. Поэтому
Для любого творческого человека, наверное, оставит о себе какой-то след, как мы сегодня думаем о Тхапсаеве, о Зарифе Бритаеве, о Георгии Хугаеве, о тех артистов. Наверное, это вот самое главное. Оставить что-то хорошее, что потом тебя добрым словом вспомнит. Над чем сейчас работаешь? Сейчас театр выпускает спектакль «Братья Газдановы». Геви Валиев ставит. Потом для Москвы мы готовим «Послы гор». Вот. А я сейчас в поисках пьесы «Акоста». Ну, нашел я эту пьесу. Не скажу пока, кто автор, потому что... Но я так удивился, что эта пьеса была написана. И никто об этом не говорил. Я его нашел у одного из лучших наших драматургов. Лежала пьеса «Коста». Я был удивлен просто. И мне было стыдно, что не знал, что эта пьеса существует. Так что вот я, наверное, вот выйдем с отпуска и будем работать над «Коста». 14-го будет у вас юбилей. Да, их это джибон 14-го. Что планируете, как планируете провести этот день? И, наверное, все-таки о чем мечтаете? Ну, в кругу семьи, скорее всего. Там друзья меня подталкивают. Говорю, вас много, я один. Говорю, давай по очереди. А так в этот день будет огромный праздник у нас в республике, и я буду там вести мероприятие. Ну, вот так да, даже. поэтому днем, наверное, там. А вечером, наверное, я съезжу в село. Село у меня рядом. Там сестры мои, семья. И, наверное, там уже будем поздравлять. О чем мечтаю? Конечно, не хочется дежурной фразы здесь говорить. О чем мечтает человек в первую очередь? Это о здоровье близких. Так интересно вообще. Человек всегда, по крайней мере, я так, всегда думаю, если какая-то ситуация, всегда думаю, как мои близкие, родные. А потом человек думает о себе. Поэтому я, конечно, мечтаю, что вот кто меня окружает, чтобы я видел их благополучие, я видел, что они живы-здоровы. И тогда, наверное, мне тоже будет хорошо в жизни. Валерий, я благодарю вас за то, что сегодня пришли, нашли время в своем плотном графике, пришли к нам в гости. До новых встреч. Еще раз вас поздравляю с юбилеем. Спасибо, спасибо. Я тоже вам очень благодарен, что меня позвали. Я всегда готов приходить к вам. У вас замечательная студия, и я знаю, у вас очень много людей смотрит. Спасибо. Так что Нам спасибо очень приятно. Спасибо.